Это актуальное интервью в студии Александр Хавренко. Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, дающий право осужденным просить о переводе в колонию поближе к дому. Предполагаемые поправки повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы. О новых поправках к действующему положению уголовно-исполнительного законодательства мы поговорим с Денисом Пуляевским, прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Республики Саха-Якутия. Денис Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. И сегодня теоретически осужденные должны направляться в казенные дома своего региона после вынесения приговора. Всегда ли это получается и что изменят поправки в случае их принятия? Действительно, действующим уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено, что осужденные должны отбывать наказание в пределах того субъекта, где они были осуждены или где они проживали. Вместе с тем, есть ряд исключений из этого правила. Осужденные за преступления террористического и экстремистского характера отбывают не в субъекте, в котором они до этого проживали. Кроме того, у нас в республике отсутствуют учреждения для женщин, для несовершеннолетних, а также для сотрудников правоохранительных органов, совершивших преступления. Поэтому данная категория осужденных для отбывания наказания направляется в исправительные учреждения в другие субъекты, где имеются соответствующие учреждения данного вида. Предлагаемые поправки предусматривают, что в случае, если осужденный направляется в исправительное учреждение не в субъекте, где он проживал, то возможно его направление не в любой субъект, а в тот субъект, где проживают его близкие родственники, для того, чтобы возможность была общаться с родственниками по их месту жительства, чтобы было проще приезжать на свидания и на телефонные разговоры осуществлять. Ну а сейчас вот у нас в республике хватает мест для заключенных из нашего региона? В настоящее время в связи с уменьшением количества мест в исправительных учреждениях в целях приведения в соответствие с требованиями санитарных норм, требованиями по размещению осужденных, лимит наполнения снижается, и, соответственно, в настоящее время не по всем видам исправительных учреждений есть свободные места. Поэтому осужденные в настоящее время могут направляться в другие субъекты в связи с этим. А какие способы общения осужденных с близкими предусмотрены сейчас законодательством? В настоящее время Уголовно-исправительный кодекс устанавливает возможность осужденных проводить с близкими краткосрочные длительные свидания. Естественно, у них есть право на переписку, право на телефонный разговор, а также право на получение посылок и передач от родственников. Еще одна инициатива, которая сейчас обсуждается законодателем, это блокировка мобильного сигнала в тюрьмах. Не секрет, что это одна из острых проблем, с которыми связаны в том числе и многочисленные нарушения в тюрьмах и мошенничество, которое происходит. Как этот вопрос будет решаться? Действительно ли проблема настолько острая? Ну, такая проблема имеет место быть, и с ней органы уголовно-исправительной системы борются. Вместе с тем, наличие в незаконном пользовании осужденных средств мобильной связи не влияет на имеющееся у него право телефонных переговоров посредством установленного в порядке, установленного законом. В настоящее время осужденные имеют право на телефонные разговоры с близкими в неограниченном количестве, продолжительностью 15 минут. Для реализации, этого права во всех исправительных учреждениях установлены специальные таксофоны, посредством которых возможно проводить разговоры. Оплата данных услуг и разговоров осуществляется за счет осужденных, либо за счет их родственников. Для этого в магазинах при учреждениях продаются специальные таксофонные карты. И они имеют право при наличии возможности в неограниченном количестве разговаривать. Право на телефонные разговоры, возможность телефонного разговора предоставляется начальником учреждения по заявлению осужденного. Есть небольшие, есть требования к этому заявлению. Должно быть указано фамилия, имя, отчество, место жительства абонента, продолжительность разговора и язык, на котором будет вестись разговор. То есть кодекс предусматривает широкую возможность для поддержания общения с родственниками посредством телефонных разговоров, и это не связано с мобильной связью. Ну это понятно, то есть вот эти разговоры, они контролируются, но ни для кого не секрет, что проносы и перебросы мобильных телефонов в исправительные учреждения происходят, и в том числе осужденные пользуются тем, что у них есть телефон и продолжают совершать преступления, уже находясь в исправительных. Во-первых,
вы сказали про инициативу по блокированию сигналов Да. сотовой связи. В нескольких учреждениях в республике это уже сделано. Во-вторых, значит, как мы все видим из информационных лент, Управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике борется с этим очень успешно. Практически каждую неделю выходят информационные сообщения о том, что пресечены перебросы запрещенных предметов, в том числе сотовых телефонов. То есть борьба с этим ведется и, в принципе, успешно. Это и в республике, и вообще по Я России сейчас в целом? могу сказать только за республику Саха-Якутия, поскольку владею информацией. Мгм. А расскажите подробнее о свиданиях. Каковы основы и порядок их предоставления, и какое количество свиданий положено в определенное количество времени? Осужденным в зависимости от вида исправительного учреждения и условий отбывания наказания в год положено от 2 до 6 краткосрочных свиданий продолжительностью 3 часа и от 1 до 6 длительных свиданий. Значит, краткосрочные свидания предоставляются по заявлению осужденного или лица, прибывшего на свидание. Разрешение дается начальникам учреждения. Проводятся эти свидания в специально отведенных помещениях под контролем администрации. Значит, учитывая, что количество свиданий различно в зависимости от вида учреждения и условий отбывания наказания, то определяется их периодичность посредством деления 12 месяцев на количество положенных свиданий. И каждое последующее свидание предоставляется через определенное количество времени, которое определено при этом расчете. Значит, длительные свидания, порядок предоставления аналогичен, предоставляется по заявлению осужденного или лица, прибывшего на свидание. По общему правилу длительное свидание предоставляется с близкими родственниками, при этом родственные связи определяются посредством предъявления соответствующих документов, подтверждающих наличие родственных связей, либо с разрешения начальника учреждения с иными лицами. Для осуществления длительных свиданий в учреждениях созданы необходимые условия. Они проводятся в специально отведенных помещениях, скажем так, гостиничного типа, оборудованные необходимыми помещениями и техникой для приготовления пищи, соответственно, для хранения и приготовления пищи. Лица, которые прибывают на свидание, могут с собой привезти продукты питания для того, чтобы, соответственно, готовить. Единственный запрет – это запрет на пронос запрещенных предметов, к которым как раз относятся мобильные телефоны, колюще-режущие предметы, естественно, наркотики, алкоголь не допускается. При заходе на длительное свидание все лица, прибывающие родственники, проходят обязательно досмотр. Их вещи досматриваются, личные вещи обыскиваются. В случае, если отказывается человек от досмотра, то на свидание не допускается, и в этом случае возможно по заявлению осужденного замена на краткосрочное свидание. А может ли вот это количество свиданий быть увеличено или уменьшено, в случае поощрения или наоборот наказания? Да, возможно такой вид поощрения, как предоставление дополнительного длительного свидания. То есть вне установленных законом конкретных пределов, количественных пределов. Но также могут и запретить. Запретить не могут в силу вида исправительного учреждения, повторюсь, и условий, просто варьируется количество от 1 до 6. А какие возможности для переписки имеют у осужденных лиц? То есть, как это рукописные письма или, может быть, уже установили компьютеры и электронная почта? Нет, компьютеры в исправительных учреждениях запрещены для пользования осужденными. Это простые рукописные письма. Переписка может происходить в неограниченном количестве за счет средств осужденных. Значит, они пишут письма, запаковывают их в конверт, передают в администрацию, которая через организации почтовой связи направляет их, как обычная корреспонденция, нас с вами. Не проще ли установить там 2-3 компьютера, чтобы даже быстрее Компьютеры и оперативнее? запрещены правилами внутреннего распорядка. Давайте теперь поговорим о посылках и передачах, тоже очень интересный момент. Как это реализуется? Сколько можно посылок, передач? Также в зависимости от вида учреждения, в котором бывает наказание осужденное, и от условий отбывания наказания, положено от 2 до 12 посылок или передач в год и такое же количество бандеролей. Естественно, есть исключения из этого правила.
Для больных осужденных, а также для осужденных инвалидов первой и второй группы могут направляться посылки и передачи с изделиями медицинского характера и лекарственными средствами, которые им положены в соответствии с заключением медицинского работника. То есть только то, что предписал медицинский работник. Данные посылки не включаются в это общее количество, которое положено по закону. Значит, по поступлении посылок или передаче они, естественно, подлежат досмотру в этих же целях, недопущения запрещенных предметов. Посылки досматриваются в присутствии получателя и бандероли. Передачи, то есть это та посылка, которую непосредственно принес человек в учреждение без использования организации почтовой связи, досматривается лицом, который передал данную передачу. Значит, вручаются эти посылки в течение суток после их приема. Если осужденный, опять же, есть исключение, если осужденный отбывает взыскание в штрафном изоляторе, посылка вручается после освобождения из штрафного изолятора, после отбытия взыскания. А вот про те исправительные учреждения, где отбывают наказание по тяжелым статьям, в том числе за терроризм, у них такие же права? Права у них такие же, здесь единственное зависит от условий отбывания наказания. То есть у нас есть 3 вида условий отбывания наказания. Облегченные, обычные и строгие. Соответственно, и исправительных учреждений у нас в республике 3 вида: колония общего, строгого и особого режима. И в зависимости от этой градации в законе конкретно определены позиции по количеству и посылок, и передач, и телефонных разговоров, и свиданий. Насколько в полной мере реализуются права осужденных в республике? Вот все, о чем мы говорили. Они реализуются в полной мере, никаких ограничений не допускается. Это является предметом постоянных наших проверок. Ограничений мы не выявляем. Единственное, есть мелкие нарушения, связанные с оформлением документации со стороны сотрудников учреждений, но это не влияет на возможность получения посылок, получения телефонных разговоров, получения свиданий. Большое спасибо, Денис Андреевич. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.